У Светланы Пикулиной 3 детей. Старший сын учится в 7 классе, средний сын в подготовительной группе. Она жалуется на то, что сама она не сможет заниматься с ребенком, так как у нее нет педагогического образования. Естественно, посещение школы. Всю жизнь было, я сама училась в школе, да мы все, учились в школах. Это, извините меня, это первое в истории человечества, чтобы в школу дети не ходили, чтобы им нельзя было ходить в школу. Я о таком мечтать, наверное, только могла по факту. Но у меня дети плачут, им не с кем общаться. У меня у младшего ребенка подготовительная группа, он говорит, где мои друзья, у меня нет друзей. Старшего ребенка, мам, я не понимаю, у меня нет желания учиться. В связи с пандемией и новым постковидным синдромом Кавасаки ситуация в стране напряженная. Школы и сады не могут выйти полностью на традиционное обучение. Также были и летальные случаи. Школы на сегодня переполнены в 2 раза. Как говорит вице-мэр Айджан Чиныбаева, мониторинг идет каждый день. Дети и учителя заболевают коронавирусом. Детские больницы уже переполнены. Поэтому эпидемиологи предупреждают и запрещают открытие школ. Надо соблюсти алгоритм. Если в классе 50 детей, их не смогут посадить в шахматном порядке, пока будут учиться 4 параллели. Сегодня мы планировали открыться. Представители, получается, ЦГСН, это городской эпидемиологи, они нам запретили. Вот сегодня они сказали, мы не рекомендуем открытие. Поэтому мы будем смотреть на эпидситуацию. Очень хотелось бы открыться с 1 марта. На сегодняшний день, начиная с января месяца, некоторые школьники уже начали обучаться в традиционном режиме. По словам учениц старших классов, обучение в школах намного удобнее и понятнее, чем онлайн, когда занимаются дома. Получается, мы вышли в январе на офлайн обучение. И сейчас уроки по 25 минут, 10 минут перемена. И скажу, что по сравнению с онлайн, офлайн дается материал более так понятно. Вот мы вышли в январе, и, если честно, мне нравится офлайн обучение, так как учителя объясняют, и все-таки материал больше понимается, чем на онлайне, так как нет таких возможностей все-таки на онлайне. И условия, конечно же, соблюдаются. Мы ходим в масках, каждую перемену мы проветриваем класс и обрабатываем антисептиками руки. Учебные заведения в Казахстане, Турции и европейских странах закрыты, и все сидят онлайн. Правительство Кыргызстана сейчас решает, когда будет вакцинация. Айджан Аманова, Улугбек Салайманов, Нью ТВ.